Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидобстановке в республике. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. На сегодня, по данным Управления Роспотребнадзора Республики, зарегистрировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске это 67 случаев. В Хангаласском районе осложнилась ситуация, выявилось 5 случаев, в связи с чем необходимо усилить меры, соответственно, оперативному штабу Хангаласского улуса по непосредственной изоляции контактных лиц и по контролю за контактными лицами. По 4 случая зарегистрировано в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском улусе. 3 случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском, Намском улусе. 2 случая в Нюрингринском, по 1 случаю в Момском, Нюрбинском и Валенёкском улусе. Сегодня оперативными штабами вместе с руководством оперативного штаба Вилюйского улуса обговорены ряд позиций, которые необходимо принять на территории данного улуса в целях того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, сегодня ситуация в Вилюйском улусе и в Верхневилюйских улусах осложняется. Необходимо обратить внимание и на возникшее достаточно большое количество случаев в Верхоянском улусе с учетом его отдаленности. Кроме того, я бы хотела обратить внимание, сегодня в нашу Якутскую республиканскую клиническую больницу поступила больная с Вилюйского улуса, беременная, поэтому сегодня врачи продолжают непосредственно заниматься и, кроме того, что лечат всех больных, но и также продолжают заниматься и лечением ее. За сутки нами проведено 2833 исследования. Всего обработано с момента пандемии 1 миллион 129 тысяч 598 тестов. Еще раз обращаю внимание на вакцинирование на территории Республики Саха-Якутия, особенно окружение беременных и кормящих мам. В связи с тем, что они находятся в зоне риска, и они не могут быть на настоящий момент вакцинированы, также люди, как и люди с медицинскими отводами, то вакцинацию должны пройти, чтобы не представлять для них угрозу, соответственно, их окружение. На настоящий момент учреждениями здравоохранения проводится ревизия и мониторинг всех граждан, которые стоят, прикрепленное население, соответственно, на диспансерном учете, а также, соответственно, окружение беременных и кормящих мам, что, безусловно, не может не являться положительным фактором. Кроме того, у нас уже началась июнь, уже наступило лето, и на настоящий момент выезжают у нас граждане как из республики в отпуска. Соответственно, большинство субъектов сегодня требует вакцинирования, и люди будут себя чувствовать достаточно более комфортно, если они будут провакцинированы. И кроме того, из города Якутска в районы начали приезжать дети. Обращаю внимание на семьи тех, кому дети приезжают. Безусловно, в наши поликлиники, наши учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать для того, чтобы обезопасить от последующего распространения вируса и заражения вируса как таковым. На настоящий момент в республике поступило 202 409 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину уже получили 175 001 человек. При этом граждан старше 60 лет, наших старших бабушек и дедушек, сестер 39 760 тысяч. Сегодня на территории республики использовано 86% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что сегодня в городе Якутске есть только вакцина «Спутник». Все вакцины, которые поступили, Ковивак, Ковивак и Эпивак, использованы. Ждем ближайшего поступления. Кроме того, вакцина Эпивак направлена в улусы республики.